Депутат партии «Справедливости и развития» Ахмет Йылмаз выступил в турецком парламенте относительно сообщений о творящемся беззаконии в Восточном Туркестане, упоминающихся в местных и зарубежных информационных источниках. Йылмаз заявил, что Турция уделяет особое внимание вопросу Восточного Туркестана. На 15-й день первого месяца традиционного лунного календаря в Китае отмечают праздник фонарей. Китайские власти силой заставляют уйгуров и казахов Восточного Туркестана, не попавших в тюрьмы и лагеря, отмечать данный праздник. Делегация от Всемирного уйгурского конгресса обсудила уйгурский вопрос с турецкими общественными организациями. После визита США Всемирный уйгурский конгресс провел встречи с несколькими турецкими организациями в Германии. В свою очередь Фархад Курбан провел конференцию в турецком лицее имени Халила Ибрагима на тему истинно Восточного Туркестана. Правительство Англии приняло решение лишить гражданства 19-летнюю Шамим Бегум, уехавшую в Сирию для того, чтобы примкнуть к ИГИЛ. Министр внутренних дел Саджид Джавид уведомил родителей Бегум. В интервью газеты «Таймс» Бегум говорит следующее: «Я не такая глупая, как 4 года назад, когда бежала с родителями из Бангладеша в Англию, и нисколько не сожалею, что приехала в Сирию». Встреча главы израильского режима Биньямина Нетаньяху и президента России, запланированная на сегодня, отменена. Израильские источники сообщили, что Нетаньяху и Путин проведут переговоры по телефону.